Здравствуйте! В эфире программа «7 дней». В студии Тимур Бекморзин. Смотрите сегодня. Митрополит Феофан, миротворец и созидатель. Как избежать языка ненависти и найти язык мира и согласия? Для него служение церкви было самой жизнью. Зависимость от кислорода. Достаточно ли запасов в Татарстане, чтобы не перекрыть кислород? Была запущена резервная воздухоразведительная установка. Уникальный код национальной идентичности. Для них она имеет именно национальный колорит, имеет национальную историю. Татарский лук покоряет подиумы. Девушки носят какие-либо колье по национальным мотивам, небольшие брошки, кольца. Этот аномально трудный, тяжелый 2020 уже в который раз программу нам приходится начинать с печальной новости. Но что делать, когда уходят не просто очень уважаемые и деятельные, но и очень близкие нам люди? Это все сложнее принять, но с этим нужно жить дальше. Не стало митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Коварная болезнь унесла жизнь выдающегося архипастыря Русской Православной Церкви. Митрополит Феофан был мудрым наставником, незаурядным человеком, обладал широким кругозором, потрясающим чувством юмора, всегда был открыт для прессы, всегда в трудах. В телеграмме президента республики в адрес патриарха Московского и всея Руси Кириллу сказано, цитата: «За 5 лет своего служения в нашей республике владыка Феофан стал по-настоящему близким и родным для многих татарстанцев, завоевал авторитет и уважение представителей разных национальностей и вероисповеданий. По-настоящему дружеские отношения сложились у него с представителями мусульманской уммы и лично с муфтием Татарстана». Собор Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря, возрождению которого он отдавал все силы, станет памятником владыке. Он ехал в Казань с этой мечтой и покинул мир, реализовав ее. Он не искал специально трудностей, но так получилось по жизни, трудности сами находили его. А может быть, так было угодно Всевышнему, чтобы в самые трудные, трагические, даже страшные для страны моменты, рядом не обязательно с мирянами, со всеми, кому нужна была помощь, молитва, оказывался он. Миротворец, священник, переговорщик, владыка Феофан. Так уж Господь меня судил, что через 40 минут после захвата школы я оказался в Беслане. То ли судьба привела его туда, а то ли, как мы уже сказали, Божье провидение. Незадолго до трагедии рядом открывали храм. Сейчас уже не суть важно. Будущий митрополит Казанский и Татарстанский, а тогда управляющий Ставропольской и Владикавказской епархией, владыка Феофан пройти мимо не мог. Он уже тогда знал, что такое теракты, наблюдал своими глазами трагедии в Палестине и в Иерусалиме, но увиденное в Беслане, как потом признался сам Феофан, потрясло и взбудоражило больше всего. В страшной неразберихе под шквальным огнем он вывел на волю окровавленного мальчишку, едва живого. Начали выносить, и он застонал. Больше никогда я такой радости не испытывал, как в этот момент, потому что вот он, кажется, умерший на руках, жив остался. Владыка Феофан в миру Иван Ашурков прошел большой и славный путь. Родился в 1947 году в Курской области. В 1973 принял монашество с именем Феофан в честь преподобного Феофана Исповедника. Его карьера как священнослужителя была связана с работой во многих регионах страны и зарубежья. Успел послужить в Африке и на Ближнем Востоке. В 1993 году по настоятельной просьбе нынешнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Феофан выступил в качестве переговорщика, как мог пытался примирить конфликтующие стороны президента Ельцина и Верховный Совет. Его миссия миротворца была востребована всегда и всеми. Владыка имел настоящий талант переговорщика, был очень мудрым и добрым человеком, умел слушать и слышать.
В 2015-м судьба привела Феофана в Татарстан. Для республики его приезд стал настоящим подарком. Милостью Господней. Ведь эти его качества – доброжелательность и добропорядочность, готовность к диалогу, желание помогать и творить добро – упали на благодатную почву мира и созидания, социального партнерства в республике. Владыка Феофан запомнился многими благими делами на татарстанской земле. При нем увеличилось число приходов, воскресных школ, восстанавливались храмы. Он был вхож в самые высокие кабинеты, обладал бесспорным авторитетом и уважением среди республиканских чиновников. Вот эта медаль является свидетельством нашего сотрудничества. И я хочу вас поблагодарить. И очень важно, что вручение медали произошло именно в Казанском Богородицком. Это промыслительно. При этом Феофан был очень открыт для прессы, он много общался с простыми людьми, нередко приезжал в школы, образовательные учреждения. Забота у нас такая, забота наша простая. Наставлял на путь истинный тех, кто в какой-то момент с него сошел. Не ври никогда не ври. Неравнодушный и очень деятельный, таким нам запомнится митрополит Феофан. Активный церковный деятель и яркий общественник. Он принимал участие во многих республиканских мероприятиях, высказывался по самому широкому кругу тем. И часто подчеркивал, нет деления для верующих людей ни по национальному признаку, ни по социальному статусу, только по правде Божьей. Владыка был близок всем, очень был дружен с представителями других конфессий в Татарстане и особенно много времени проводил в компании муфти Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина. Что-то очень важное, очень знаковое было в дружбе этих людей. Убеленного сединами мудрого Феофана, энергичного и деятельного Камиля Хазрата. Его проповеди, его рассказы, они были очень глубокими, и он был таким столбом, то есть он способствовал тому, чтобы мир и толерантность нашей республики, она не заканчивалась. Это очень большая утрата. Человек, действительно, который прожил большую жизнь, насыщенную жизнь, и много чего сделал, и человек, умудренный опытом. И с его стороны, вот даже лично относительно как-то в отношении меня, часто ощущалось такое отцовское отношение. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, управляющий Казанской епархией Русской Православной Церкви, глава Татарстанской митрополии. Многоуважаемый Владимир Владимирович, задача в Татарстане, как главы Татарстанской митрополии, главное – это сохранение межнационального, межконфессионального мира и согласия. Потому что я знаю слишком дорогую цену, как перенесший Беслан трагедию в Южной Осетии, видел, к чему может привести экстремизм. Это наша главная задача. Вам огромное спасибо. Берегите Россию. Мы всегда также с вами. Татарстан любит вас. Спасибо. Он действительно любил всех, и окружающие отвечали ему взаимностью. В такой атмосфере добра, всеобщей признательности и любви можно творить великие дела. А Феофан не раз заявлял, что видит свою миссию в возрождении Казанской духовной академии и, конечно, в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Сделано очень и очень много. Я бы сказал, даже невероятно, особенно по нашим временам. Вот мудрость руководителя нашего Миниханова. Ну что, молодец, Рустам Нургалиевич. И еще раз говорю, Митимир Шарифович, доброго здравия вам. С каким энергией, с какой любовью вы делаете через фонд Возрождения, воссоздавая также этот собор. Мечта Феофана была реализована при его жизни, а собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождению которой он отдавал все свои силы, стал величественным памятником владыки.
и одним из красивейших мест Казани – местом духовного притяжения людей. В эту субботу в Благовещенском соборе Казанского Кремля прошла лития по новоприставленному владыке Феофану. Заупокойное богослужение вместе с духовенством Казани провел временно управляющий Казанской епархией митрополит Ешкаролинский и Марийский Иоанн. Владыка Феофан всегда горел. Горел тем духовным светом Христовым, когда для него служение церкви было самой жизнью, а те добрые дела, которые он, восстанавливая святыни у Бога, богател, чтобы они были для него оправданием ведущих к Богу, к вечности. Церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном пройдет в понедельник, 23 ноября в 9:00 в Благовещенском соборе Казанского Кремля. На канале ТНВ будет организована прямая трансляция заупокойных богослужений. Знаете, есть такое выражение «перекрыть кислород». В переносном смысле оно очень часто используется в этом году гражданами, когда им хочется продемонстрировать то, как они страдают от многочисленных усилений мер безопасности в связи с эпидемией. И слава Богу, что это выражение мы в этом году ни разу не использовали в прямом его смысле. Совсем недавно в 20 российских регионах были обнаружены проблемы со снабжением госпиталей кислородом. Были случаи, когда это привело просто к ужасным последствиям. Не буду напоминать, просто попрошу представить, что может случиться, если, например, в госпитале на 400-500 коек на какое-то время перекрыть кислород. Многие не выживут. Конечно, раньше мы об этом как-то не задумывались, потому что запаса кислорода нашим больницам хватало едва ли не на месяц вперед. Сейчас эти запасы приходится пополнять ежедневно, и любая задержка может привести к катастрофе. В Татарстане Минздрав держит ситуацию под контролем. Вот что сказал на этой неделе заместитель министра Владимир Жаворонков. Важно иметь не только его в достаточном количестве, но и иметь резервы. Поэтому сейчас усилия нашей, в том числе и промышленности, направлены на то, чтобы эти резервы были в достаточном количестве. Хотя я должен обязательно отметить, что на данный момент количество кислорода, которое у нас присутствует в клиниках, полностью позволяет обеспечить лечебный процесс без каких-либо ограничений. Сложную задачу по производству необходимого количества кислорода взяли на себя предприятия группы компаний «Таиф», «Казань-Оргсинтез» и «Нижнекамск-Нефтехим». Пришлось ввести в строй новые установки кислорода. Этой осенью нужно заметно больше, чем нужно было даже этой весной. И мы еще только догадываемся, что может быть в ближайшие месяцы. В связи с этим я вспоминаю изречение, автор которого мне неизвестен. Изречение такое. Ничего для нас не изменится, если исчезнут все певцы, танцоры, спортсмены и депутаты. Но если вдруг авария на линии электропередач и не выйдет на работу всего одна бригада электриков, конец света. Так что давайте будем ценить рабочего человека. Можно многое здесь оспорить, но в целом, я считаю, верно сказано. Об этих самых людях, отсутствие которых вполне может перекрыть нам кислород, и расскажет Михаил Любимов. Где-то здесь, над Казань-Оргсинтезом, кружит в воздухе кислород-невидимка. Здесь где-то он теряет свою невесомость и набирает столь значительный сегодня почти политический вес. Кто бы мог подумать, что искусственное сердце пациентов, далеких отсюда больничных палат, бьется именно здесь. Вот здесь он рождается, в этих двух огромных колоннах, так? Да, это у нас установка, воздухоразведительная установка производства компании «Линдер». Это основное технологическое оборудование, на котором у нас производится жидкий кислород. Производительность этой установки 2000 килограммов в час жидкого кислорода. В сутки выходит порядка 48-50 тонн.
Кислород от Казаньоргсинтеза – это не что-то новое и парадоксальное. Его здесь производят с 1973 года. Кислород всегда был нужен не только медикам, но и строителям, ремонтникам, металлургам, да и сам завод потребляет его немало. В воздухе, которым мы дышим, кислорода всего 21%. Мы скорее дышим азотом, его 78%. Поэтому, чтобы произвести 50 тонн кислорода в сутки, нужны огромные мощности. Воздухоразделительные установки Линде. Вот здесь воздух очищают от примесей, сжимают, просушивают, снова очищают и искомую жидкость, наконец, охлаждают до минус 186 градусов. Номинально кислород называют техническим, но по качеству это уже вполне медицинский кислород. Но деньги из воздуха обычно говорят как что-то такое, знаете, банальное и простое. У вас так не получится. Ну да, безусловно. То есть это условно деньги из воздуха. На это же тратятся определенные энергоресурсы. Огромные. Да, конечно. В этом году заводу, конечно, приходится работать за двоих. Открылось в прямом и вполне переносном смысле второе дыхание. Такое впервые. Такое кислородное голодание. По просьбе медицинских учреждений была запущена резервная воздухоразделительная установка ГЖАР. В общем-то, это уже ветеран определенный. Производительность на ней кислорода значительно ниже, чем на новой установке. Но, тем не менее, это определенное подспорье. Вы чувствуете, что в этом году вы какое-то еще более важное для людей дело делаете? Безусловно, конечно. Потому что, как неоднократно говорили, время то есть не самое легкое. Ну, не хватает, значит, конечно, хочется помочь всем. В прошлом году Казаньоргсинтез произвел почти 15 тысяч тонн кислорода. Это 314 вот таких вот железнодорожных цистерн. Если мы вытянем их в ряд, получится поезд длиной в 3,5 километра. И в этом году однозначно этот поезд будет еще больше, потому что и кислорода нужно больше. Вот сюда каждый день, каждый час подходят машины, забирающие кислород. Это происходит круглые сутки, и каждый день они возвращаются. Вот он, символ жизни, кран жизни 2020 года. Кислород с завода, пройдя перед этим еще одну дополнительную фильтрацию именно для нужд медицины, будет развезен по всем районам республики. Каждый район теперь имеет такую насущную необходимость. Седьмая Казанская горбольница с ее ковидным госпиталем на несколько сотен коек – один из самых крупных потребителей кислорода сегодня. Кислород доставляют сюда все в том же жидком виде, но его еще нужно, конечно, газифицировать, и вот такая, казалось бы, довольно простая технология по его газификации есть на самом деле лишь в одной из 10 российских больниц. Процесс преобразования газообраза происходит через вот эти испарители. То есть жидкий кислород течет по этой трубе и попадает в испарители. Через эти испарители производится жидко газообразные. И через эти трубы уже через под землю выходит уже в больницу. Мы ежедневно заправляем 2 газификатора. То есть всегда у нас кислород есть, всегда газификаторы полные, бесперебойная работа. То есть мы довольны, что нам обеспечивают полным кислородом. И в день потребляете вы сейчас? В день мы потребляем где-то 4,5 тонны. 4,5 тонны, сейчас 13, значит, на 3 дня вам фактически. Да. Если даже машина завтра, послезавтра не придет, не дай бог, конечно, да, но вы все-таки можете пока нас... Да, у нас есть запасы, которые мы можем на 2 дня обеспечить. 3 дня. Всего каких-то 3 дня больница может продержаться без пополнения запасов кислорода. В предыдущие годы этих 13 тонн хватало почти на месяц. Весной 2020 этого хватало лишь на неделю. Теперь этого не хватит и на 3 дня.
Кислород – один из немногих известных на сегодня борцов против малоизвестной человеку инфекции. Увы, при уже угрожающих жизни состояниях эта кислородная аппаратная поддержка подчас и единственный борец. При средней тяжести кислород способен вылечить пациента. При тяжелой он даст лишь столь необходимое время. Реанимацию без кислорода сегодня просто невозможно себе представить. Мы видели это своими глазами не раз. Мы, знаете, не так часто приходится наблюдать, как на твоих глазах человеку жизнь спасает. Ну да, это... Вот мы сейчас как раз это видим, да? Да, как раз реанимационная бригада занимается с переводом больную на искусственную вентиляцию легких в связи с тем, что... Быстро да, делается, что дорога каждую секунду, да? Реанимация, она вся на секунду. Обычная реанимация 7-й больницы. Здесь нет пациентов с COVID-19, но и здесь на кислороде каждый из них. Вот эта пациентка достали с места пожара. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. И опять же мы контролируем сатурацию. Тут вместо 21%, которое мы через дыхательность, через воздух получаем, 50% кислородом чистым идет. То есть тут есть возможность до 100% доводить кровь. Это когда критическое состояние, остановка кровообращения происходит, мы им переводим. А так мы стараемся максимально быстро снизить до нижайших цифр, чтобы кислород, он, с одной стороны, если полезен, с другой стороны, дыхательные пути сжигает. Вы меня простите за, может, дилетантский, совсем глупый вопрос, но что будет, если этот человек лишится вдруг кислорода? Если кислорода лишится, то сперва организм попробует перейти на бескислородный обмен, но это наши запасы быстро истощаются, и его кровь потом перейдет в кислотное состояние, это окисление организма произойдет. Это быстро достаточно? Да, это быстро достаточно. В течение 5-6 часов он уже потеряет все свои запасы, а если еще есть болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, они гораздо быстрее доходят до этой стадии, и уже потом начинается декомпенсация. Итак, даже у этой реанимации всего 5-6 часов в запасе при возникновении самых непредвиденных обстоятельств. Мы можем только догадываться, что в этот момент могло бы происходить в здешнем временном инфекционном госпитале. Такие мысли обычно гонят прочь, иногда лучше все-таки не заглядывать в бездну. В Татарстане еще не случалось подобного тому, что уже бывало в некоторых российских городах. И нас уверяют, что не случится никогда. Да, действительно, мы очень редко думаем об этом. О чем-то мы предпочитаем просто не думать. И не думаем, конечно, о том, что является для нас жизненно необходимым. Мы не думаем, как мы дышим. Мы не знаем, как мы дышим. Поэтому мы и рассказываем об этих людях. Да, действительно, если завтра исчезнут поэты, актеры, музыканты, певцы, мы проживем без этого. Но если вот эти люди завтра не выйдут на работу, мы начнем ценить жизнь, мы начнем понимать, что такое жизнь, а именно запасы этой жизни. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Татарстан, один из первых регионов, запустил выдачу бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся амбулаторно. До сих пор бесплатно препараты получали только пациенты с коронавирусом в больницах. Остальные приобретали таблетки самостоятельно. И вот, наконец, справедливость восторжествовала. Больных на разных койках, больничных и домашних, уравняли в правах. Казалось бы, случилось важное, главное, решение абсолютно верное, но осталось много вопросов. Кто получит лекарство, будет решать врач, а потому, если он решит, что вы именно в этих лекарствах не нуждаетесь, вы будете покупать другие из собственного кармана, конечно. Речь идет о списке препаратов, который утвержден Минздравом России. В нем 12 медикаментов. Вот они.
Среди них и антибиотики, противовирусные, гормональные средства. Список вы видите сейчас на ваших экранах. Покупка одного такого набора лекарств в аптеке обойдется более чем в 2-3 тысячи рублей. И вам действительно придется покупать его самостоятельно, если, допустим, сейчас его в бесплатном наличии нет. И такое может быть. Подводных камней много. Как будет работать вся эта система на практике, пока представляется смутно. А тем временем на неделе Владимир Путин еще раз подчеркнул, что бесплатные лекарства должны дойти до всех нуждающихся максимально быстро. Однако пока непонятно, быстро или медленно и дойдут ли вообще. Ведь в аптеках по-прежнему перебои с препаратами. Откуда берутся бесплатные лекарства, если в аптеке их и за деньги не купишь? Диляра Юсупова попыталась выяснить все детали. Свершилось. После октябрьского поручения президента выделить деньги на лекарства регионам многие вздохнули с облегчением. Однако прошел месяц, а общественность в режиме ожидания. И вот, наконец, сначала сформировался медицинский набор. В нем 12 препаратов, среди которых противовирусные, антибиотики, антикоагулянты. А теперь он уже направился по адресам. Врач, выйдя на дом, прописывает ту или иную схему лечения. Через какое-то время пациенту силами волонтерского движения лекарственные препараты доставляются в специальном пакетике. Мы будем просить, естественно, пациентов и их родственников никуда не ходить. Наша задача доставить до непосредственно квартиры пациента. Медик, ориентируясь на наличие лекарств, выписывает их пациенту. Эти сведения он передает в поликлинику. Информация поступает в Таттехмедфарм, а организация уже готовит комплект необходимых препаратов. Важная деталь, в которой дьявол, ориентируясь на наличие, то есть отсутствие тех или иных препаратов вполне возможно и даже допустимо. На данный момент уже из 12 препаратов 2 дефицитных. Это антибиотик левофлоксацин и антикоагулянт апиксабан. Причина дефицита – общий дефицит, так объясняет Минздраве. То есть опять и снова причина в отсутствии объяснимой причины. Не решен вопрос с поступлением в республику препарата грипферон и левофлоксацин, но уже достигнуты договоренности. Поставщики, производители этих препаратов уже заверили нас в том, что в самое ближайшее время эти препараты в республику поступят. Но еще раз говорю, мы приняли решение отпуска препаратов, не дожидаясь поступления всех абсолютно препаратов. Назначила мне лечение, написала там небольшой список лекарств. Это антибиотик, азитромицин, противовирусный орбидол. Ну, по стоимости это примерно вышло на 2500. Каких-то бесплатных лекарств речи даже не было вообще, она мне ничего об этом не сказала. То есть я пошла, как обычно, купила за свой счет лекарства и начала лечиться. Мне пока непонятно, будут ли возмещать мне стоимость лекарств. А вот тут картина прозрачна, никаких компенсаций не предвидится. Отсчет начинается с момента запуска проекта в действие, то есть с середины этой недели. Все, кто уже купил, уже мимо. Но есть и хорошие новости. Для рецепта не обязательно иметь подтвержденный положительный результат теста, не требуется и подтверждение КТ. Я предлагаю таким образом сделать. Все-таки это вот мы с вами начинаем разбирать такие сугубо врачебные назначения. Это дело врача, который поставит диагноз, но могу сказать только следующее, что ограничений только ПЦР-диагностикой или исследованием ЭКТ для получения препарата в рамках этой программы нет. Полагаются ли вам бесплатные лекарства или нет, будет решать врач. По каким критериям, тоже не совсем ясно. Обещают, что назначать набор будут абсолютно всем больным с признаками ОРВИ. Температура, кашель, насморк. Но если есть кашель и насморк, но нет температуры, тогда что? И надолго ли растянется программа, учитывая сезон простудных заболеваний? Тем временем в Минздраве почему-то уверенно подчеркнули, что необходимости в самостоятельной покупке дефицитных препаратов не возникнет, ведь теперь они даются бесплатно. А если все-таки возникнет? Напомним, что 3 недели назад мы уже проверяли аптеки города на наличие медицинских препаратов. Тогда нехватка лекарств в аптеках была связана с рядом факторов,
в том числе со сбоем в системе маркировки. С тех пор немного изменилось, процедуру маркировки упростили, поэтому продолжим наш эксперимент, посмотрим, сохраняется ли ажиотаж и что изменилось за это время. У вас арбидола тоже нет? Нету? А этого? Альтевир, что ли? Арбидол, афлюдол. Это все то же самое или нет? Дексаметазон? Нет. А есть какие-то аналоги вообще у них? Не бывает? Ничего нет. Мы ловим препараты такие на складах. Поймаем — будет, не поймаем — не будет. Потому что они появляются очень ограниченно, все эти препараты. Что орбидолы, что все остальное. Люди приезжают с других городов даже за препаратами. Ни ликвиса, ни кликсана, ни ксарелта, ничего этого. Орбидол, сказали, по стационарам его разобрали. Даже если острая необходимость возникнет, препаратов в аптеке нет. Впрочем, тот самый неуловимый орбидол мы все же нашли в 2 аптеках из 7. За иммуномодулятором Альтевир и гормональным дексаметазоном придется погоняться. Не найдены ни в одной аптеке. Аллахолд 100 рублей стал стоить. Это вообще проходит рядом аптека. Я не могу там ничего купить, потому что очень дорого все. С Божьей помощью нам лекарства нашлись просто у человека, который сам пролечился, у него осталось вот. И вот так вот, да, ну да, мы столкнулись. А что за препарат? Цефтриаксон, антибиотик, пневмонию, да. Система маркировки уже 2 недели работает в уведомительном режиме, но лекарств как не было, так и нет. Оказалось, маркировка проблема, но далеко не главное. Дело в спросе, который накрыл аптечные сети как лавина с начала октября. Есть и ажиотажный спрос. То есть, когда пациенты берут для себя, берут для родственников. И в связи с этим, конечно, аптекам, наверное, сложно обеспечить вот такую постоянную доступность. Ну вот на сегодняшний день, мне дали сводку сегодняшнюю, значит, у нас с вами в дефиците гидроксихлорокин, метилпреднизолон, левофлоксацин и антикоагулянты. Да, апексабан и интерферон альфа-2. Вот, ну, фактически, скажем, общий пул препаратов, которые используются при ковид, ну, где-то 18-20 препаратов. Из них вот 3-4 мы сейчас не имеем. Но периодически этот дефицит ликвидируется, препараты появляются, но сказать, что проблема решена, не можем. За 1-2 недели раскупают столько медицинских препаратов, сколько прежде хватало на весь осенне-зимний сезон. В Росздравнадзоре, впрочем, нас успокаивают, мол, не все сразу, проблема решается, и предлагают обратить внимание на аналоги. Диклофенак, вот часто встречающийся, 240 разновидностей есть диклофенака. То есть у нас с вами есть по препаратам наименование МНН, так называемое. То есть это формула химическая, но у нее есть торговые наименования. Вот у одного химического названия формул торговых наименований могут быть десятки. Поэтому вполне возможна замена. Какую-то часть препаратов получить бесплатно все же не удастся. Поддерживающие медикаменты вроде процетамола или витаминов придется купить за собственный счет. Ну а пока ведомство рекомендует аптекам не продавать большие партии в одни руки. Может быть, когда в аптеках появятся лекарства за деньги, бесплатные и вовсе не понадобятся. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Огромная работа по доставке бесплатных лекарств сейчас ляжет на плечи волонтеров. Татарстанских волонтеров-медиков на этой неделе уже ставила в пример Татьяна Голикова Владимиру Путину. Мне же вспоминается знаменитый плакат художника Дмитрия Моора «А ты записался добровольцем?». По рассказам самого автора, зрители тогда испытывали чувство стыда за нежелающих вступать в ряды Красной Армии. Это изображение использовали в целях пропаганды в самые трудные для страны времена. И этот плакат до сих пор остается одним из самых узнаваемых и сильных по степени воздействия на массы. Времена изменились, слово «доброволец» заменили на «волонтер». Откровенной вербовки, конечно, нет. Но вот наблюдения последних месяцев показывают, как только пришла новая опасность в виде коронавирусной инфекции, количество людей, готовых безвозмездно помогать другим, резко пошло вверх. Сейчас, напомню, республиканское движение «Помощь рядом» «Ярдем Янеше» объединяет более 60 тысяч человек. Более того, инициативы возникают стихийно от тех, кто сам только что был на грани разорения или болезни. Татьяна Тимошенко о новых гранях добровольческого сердца в республике.
Раз дощечка, два дощечка, будет мост, который теперь достопримечательность Крутушки. Мост имени дяди Коли, Николая Трофимова, пенсионера, который восстанавливал это сооружение практически из руин. Дощечка за дощечкой, год за годом. И мост этот теперь символ того, как желание одного сделать что-то хорошее для другого обязательно станет спасительным мостом над пропастью или даже дорогой жизни. Я сидела в машине и прибилась к бабушке. Вот прям прямым словом прибилась. Она как-то ходила, сметалась, подошла и разговорились. Я говорю, как дела, бабуля? Она говорит, вот так и так. Я говорю, что случилось? Она говорит, нас выселяют. Идти нам некуда. Хозяева. Тамара Федоровна свое жилье потеряла 30 лет назад. С тех пор с сыном-инвалидом жила на съемном. Из последнего их срочно попросили выехать. 72-летняя пенсионерка и ее сын приняли решение зимовать в палатке. Вот за все этой женщине спасибо. Если бы не она, мы бы, наверное, там так и бомжевали. Жизнь перевернула случайная встреча с Флюрой Файзулиной. Это она бросила клич о сборе денег таким же, как и она, предпринимателям из Ассоциации «Бизнес в опасности», объединению арендаторов маленьких точек в торговых центрах и на рынках. На этих летних кадрах женщины сами просили о помощи. Оказавшись на грани выживания, бизнес их был обрушен. Присылать стали кто по 50 рублей, кто дал 10 тысяч. За 3 недели набравшейся суммы хватило на покупку деревенского дома в Варском районе. Собственность оформили на новых хозяев. Люди-то неплохие, просто самоорганизация хромает. Надо помочь, немножко поверить. Теперь хозяйка учится жить по-новому, в своем впервые собственном доме, брать воду из колонки, осваивает быт и радостно удивляется, что есть почтовый ящик. Ее сын жалеет только об одном. В попыхах переезда в электричке забыл спиннинг, на который копил несколько месяцев. Их спасительница, по-другому и не скажешь, бросить своих подопечных уже не может, помогает оформить прописку и думает, как восстановить баню на участке. Как можно отвернуться от того, кого тебе послал Аллах? Если у меня есть руки, ноги, у меня есть финансовая возможность помочь, почему нет? Мы страдаем от лишнего веса, потому что едим лишнее, а кто-то не доедает. Все просто. Кому-то дана сила, а кому-то слабость. И люди объединяются, наверное, по этой причине. Мы все друг другу помогаем и дополняем. Поэтому нужен фонд, нужны человеческие ресурсы, потому что вы не представляете, скольким людям нужно помощь оказывать. Дорогу помощи студент 5-го курса, будущий врач Никита Вихерев выбрал в начале пандемии. Весной развозил продукты одиноким людям. Теперь вновь колесит по городу, наматывая по сотни километров и за свой счет. Я понял то, что мне не хочется останавливаться на этом, потому что это будут пустые бесполезные дни дома. Вот. И я начал искать волонтерские штабы, движения. Это от чистого сердца, и, наверное, это дает, можно сказать, наверное, покой на душе, то, что ты помогаешь людям, и им это действительно надо, и как бы они рады то, что про них никто не забыл. Сначала это была акция «Довези врача до дома», теперь во вторую волну автоволонтеры возят медиков по вызовам. Валерия Ремрова сегодня в так называемой ковидной бригаде. Охват по участкам от Большой Красной до Аметьева. В среднем получается по 20 вызовов примерно в день, плюс-минус как бы. Если бы не было волонтеров, я бы не знаю, что бы делали. В поликлиники городов пришли волонтеры в помощь врачам, терапевтам. Количество вызовов на дом, которых по сравнению с прошлым годом выросло как минимум в 2 раза. Это нереально, это огромное количество, это огромный труд на данный момент. Если нам экстренно нужно выехать врачу, на вызов приезжают волонтеры и тут же доставляют врача на дом пациенту. Независимо от дня, то есть это либо будни, либо выходные дни. Акция «Довези врача» сначала до дома, а теперь и до больного выросла из дружбы медиков с волонтерами. Предложения о помощи разосланы практически в большинство поликлиник городов республики. Списки добровольцев постоянно пополняются. Если брать, например, среднюю, то это все-таки студенты 3-6 курса. И, конечно же, это мужчины и женщины, которые уже очень сильно трудоустроены. Это даже такие же предприниматели и бизнесмены. Очень интересно смотреть, когда даешь им мастер-класс, как вообще надо разговаривать с врачом, что необходимо при себе иметь, маски, перчатки, антисептик. А потом выходит за дверь и говорит по телефону о каких-то больших предпринимательских вещах, о нескольких миллионов рублей. И тебе становится интересно и отрадно, что такие люди, правда, есть. Вдохнуть полной грудью во время болезни депутату Госдумы позволила антиковидная плазма. Теперь он сам стал добровольцем-донором.
врачи назначили плазму. И я почувствовал очень серьезный эффект от этой плазмы. Это актуально сейчас призывать к донорству? Абсолютно актуально. Я считаю, что плазма, она во все времена была элементом пассивной иммунизации. И наряду с общим лечением, которое используется для больных, которые находятся в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, безусловно, только по назначению, конечно же, лечащего врача плазма будет очень и очень актуальна. У вас ведь возникла идея создать некий волонтерский фонд. На самом деле, эта идея, она не новая. Во всем мире развитые страны сегодня очень активно призывают граждан для того, чтобы они сдавали плазму, поскольку это действительно сегодня для многих становится решающим фактором. Первыми акцию поддержали однопартийцы «Единороссы». Я переболел достаточно тяжело. Когда я узнал, что сдачей плазмы можно помочь кому-то, то мы сразу же решил, что нужно сходить и дать возможность кому-то не болеть. Еще несколько раз, как минимум, можно прийти сдать. Один донор может помочь 3 заболевшим средней и тяжелой степени тяжести течения ковида. Донорами плазмы уже стали 123 татарстанца. Использовано 190 доз антиковидной плазмы. Ее отправляют по запросу всем антиковидным больницам республики. 74 дозы пока в запасе в Республиканском центре крови, и доноров здесь ждут. Сдать плазму можно через 2 недели после полного выздоровления. Когда гигант делает подарок, едва хватает места в холле больницы. Нижнекамская ЦРБ получила оборудование и материалы от Нижнекамской нефтехима на более чем 19 миллионов рублей. 2 аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование, 32 баллона для медицинских газов и 32 редуктора. А еще аппараты ЭКГ, зонды, рециркуляторы и 10 тысяч защитных масок от компании. Для борьбы с коронавирусом в Нижнекамске, где ситуация сложная, оборудование было крайне необходимо. На все просьбы медицинских учреждений отреагировал моментально. Покупали все, что у нас просили. Мы действительно старались ничего не убирать, потому что мы не являемся специалистами, и только медики могут точно сказать, что им надо. При первых морозах самые горькие ягоды обретают другой вкус. Так движение добровольцев-волонтеров набирают силу и полноту в тяжелые времена, когда проявляются обстоятельства и обнажаются дороги, которые мы выбираем. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов, Андрей Кузьмин. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Уникальный код национальной идентичности. Для них она имеет именно национальный колорит, имеет национальную историю. Татарский лук покоряет подиумы. Девушки носят какие-либо колье по национальному мотиву, небольшие брошки, кольца. В понедельник Рустам Минниханов принял участие в заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. Президент напомнил, что ограничения, вызванные пандемией, стали катализатором развития цифровых продуктов. Он также подчеркнул, что работа в рамках ассоциации позволяет продолжить диалог о цифровой трансформации Татарстана. В этот же день президент встретился с предпринимателями. Рустам Минниханов подчеркнул, что введение ограничительных мер несет негативные последствия для малого и среднего бизнеса, но тем не менее предпринимателям необходимо строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Далее состоялась сессия вопросов от предпринимателей, которые они адресовали президенту. 17 ноября заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание по вопросу создания и функционирования центров управления регионов субъекта страны. В режиме видеоконференц-связи в работе совещания приняли участие Алексей Песошин и руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров. Напомним, что центры управления регионов создаются в субъекты страны по поручению президента России. Задача новых центров – повышение качества работы региональных органов власти с сообщениями жителей. 18 ноября Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики. Татарстан продолжает работу по привлечению инвестиций и реализации новых проектов. На заседании также прошла презентация системы контроля инвестиций Татарстана, разработанной совместно с Минцифрой. Система контроля инвестиций работает в тестовом режиме. 19 ноября президент республики встретился с депутатом Государственной Думы Сергеем Жигаревым, возглавляющим Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На встрече обсуждалось текущее состояние промышленного комплекса, в частности, поддержка отрасли в условиях пандемии коронавируса. Также были рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.
В этот же день премьер-министр Алексей Песошин провел заседание Кабинета министров, в рамках которого был рассмотрен комплексный план действий правительства по реализации послания президента Татарстана Государственному совету на 2021 год. Алексей Песошин отметил, что в экономической сфере серьезная работа запланирована по процессу цифровизации и улучшения условий ведения бизнеса. Заседание Госсовета Республики состоится 26 ноября. Такое решение принял Президиум Татарстанского парламента. Депутаты рассмотрят 30 вопросов, среди них и законопроект о бюджете во втором чтении. В четверг на заседании члены Президиума обсудили и строительство трассы М-12. Председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин отметил, что проект новой дороги уже давно востребован в республике. 20 ноября Рустам Минниханов встретился с президентом Олимпийского комитета Сирии Фирасом Муалой. Напомним, что делегация Сирии находилась в Казани с рабочим визитом. В эти дни национальная сборная команды Сирии по баскетболу проводит учебно-тренировочный сбор на базе молодежного центра «Волга» в Казани. Далее президент Татарстана вкратце ознакомил представителей Олимпийского комитета Сирии с достижениями региона в области спорта. На Казанском вертолетном заводе будут расширять линейку выпускаемой продукции, объем ее поставок. Новость озвучили в пятницу на заседании Совета директоров корпорации «Вертолеты России», которое прошло на КВЗ. Совещание провел индустриальный директор авиационного комплекса «Ростех», председатель Совета директоров Анатолий Сердюков. Участие в заседании принял президент Татарстана. Рустам Минниханов и Анатолий Сердюков побывали в Казанском авиационном колледже. Здесь сейчас проходит региональный этап чемпионата WorldSkills. Сейчас определяются победители регионального этапа. Именно они будут представлять республику на отборочном туре всероссийского чемпионата. В субботу в Кабинете министра пошло совещание в режиме видеоконференции, которое провел президент Татарстана. На повестке дня обсуждалось 6 вопросов, в том числе реализация планов по развитию экономики, реализация программ жилищного строительства, благоустройства общественных зон, а также о дорожных работах в районах республики. В пятницу прошла торжественная церемония награждения лучших журналистов, операторов и редакции Татарстана. Финал конкурса «Хрустальное перо» в этом году из-за пандемии перенесли с весны на осень. При этом изменился и формат конкурса. Он стал приближен к федеральному. Появились мастер-классы, лекции, семинары. В церемонии награждения приняли участие премьер-министр Алексей Песошин и руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Они отметили, что работники СМИ находятся в особых условиях. Журналистика в период борьбы с коронавирусной инфекцией на передовой наряду с врачами. Продолжаем программу «7 дней». На этой неделе свое 30-летие отметило Управление Федеральной налоговой службы России. Примечательно, что свой юбилей в Татарстане налоговая отпраздновала в год столетия ТАССР. За это время республика прошла сложный и славный путь, а налоговики стали непосредственными участниками многих знаковых событий. Фактически налоговые службы и в России, и в Татарстане создавались с нуля. И сегодня мы можем говорить уверенно и твердо, что наша татарстанская налоговая служба является одним из ключевых звеньев, обеспечивающих стабильное функционирование финансовой системы государства, реализацию национальных проектов и финансирование социальных программ. Эффективная и результативная работа работников налоговой службы – гарантия стабильных поступлений в бюджеты всех уровней, а значит благополучие жителей республики. Несмотря на то, что за эти 30 лет в экономике страны были разные периоды, в том числе очень сложные, напряженные, как, например, этот год, все это время налоговики смогли выстроить конструктивные отношения и с бизнесом, с крупными налогоплательщиками, и с населением. Сегодня мы наглядно видим, что в своей работе налоговики делают ставку на создание условий для комфортного взаимодействия с налогоплательщиками на базе современных IT-технологий. Налоговая служба – одно из самых высокотехнологичных ведомств страны, и это уже общепризнанный факт. О большом юбилее важнейшей службы прямо сейчас. Если бы меня спросили, какое государственное ведомство самое древнее, самое первое, я бы наверняка сказал то, что было связано с налогами и сборами. Непреложный факт. Зарождение цивилизации и появление первых налоговых органов шли, можно сказать, параллельными курсами. А как иначе? Государство – это государственная казна, аппарат, какая-никакая экономика, а все это обеспечивалось и обеспечивается налогами. С самых древних времен, тысячи лет назад. В XVI веке на территории Казанского ханства были случаи, когда налогами и податями не только обременяли, но и освобождали от них. Не всех, конечно. Уникальный документ до сих пор хранится в Национальном музее Татарстана. Эпоха императора Петра I характеризуется как время усиления налоговой политики. Государства усиливались, разрушались, возрождались заново. Налоговая политика всегда оставалась ключевым инструментом в руках правителей. С помощью налогов можно было стимулировать экономику,
даже в советский период. А когда новая Россия оформляла свою государственность, вопрос о создании Федеральной налоговой службы встал сам собой. Становление, официальная дата образования ФНС 21 ноября 1990 года, проходило в непростых условиях, в период, когда рушились основы не только советского государства, но и плановой экономики, и всю систему взаимоотношений государства и налогоплательщиков, ставок, льгот, ответственности за нарушение налогового законодательства приходилось выстраивать практически с нуля. Новый Татарстан вместе с новой Россией шел по этому ответственному пути. Это атрибут государства. Без налоговой службы, без налогов вообще ни одно государство существовать не может. В тот момент у руля Государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан встал авторитетный Шамиль Бадамшин. Позже это станет фирменным стилем Татарстана. Во главе ключевого ведомства всегда были и остаются сильные руководители, талантливые организаторы. Для каждого из них, Рената Хайрова, Медхата Шагиахметова, Марата Сафиуллина, новый вызов сразу становился стимулом для дальнейшего роста и движения вперед. Сегодня налоговая служба нашей страны – это самая передовая налоговая служба в мире. Мы много ездим, много общаемся, и сегодня все, что сделано за последние годы, вот, бывшим начальником, руководителем налоговой службы, нашим председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, это настолько современно сегодня, 96% налогоплательщиков не ходят, не ищут, они всю информацию в электронном виде получают. Наша налоговая служба республики, она одна из передовых в составе российской налоговой службы. За эти годы полностью модернизирована и автоматизирована наша информационная система, внедрены новые программы, основанные на использовании, и это очень важно, хотел бы отметить, облачных технологий. Кардинально изменился подход к взаимодействию с налогоплательщиками. Налоговая служба сегодня внедрила, в принципе, очень это важно, это в принципе сервисности и клиентоориентированности. Не обязательно, во всяком случае, в Республике Татарстан идти в налоговую службу или, значит, по месту жительства или в Казани. Достаточно войти в систему, которая зарегистрирована в Республике Татарстан, и можно одновременно уплатить и налоги, если появляются вопросы, и вопросы эти задать. Искренне поздравляю с 30-летием, желаю больших успехов и в дальнейшем, мира, добра, спокойствия. За 30 лет налоговая служба прошла огромный путь, качественно преобразилась от бумаги до блокчейна, от почти закрытой структуры до самого высокотехнологичного ведомства в стране. Все эти перемены, понятные и прозрачные механизмы налогового администрирования дали не только комфорт и удобство людям, предпринимателям, налогоплательщикам, они позволили в разы увеличить собираемость налогов. Леонид Якунин, человек, который почти четверть века проработал в налоговых органах республики, об этом знает не понаслышке. Он и сегодня практически каждый день в контакте с налоговиками, только уже в качестве председателя профильного комитета в Госсовете. И самое главное, что я скажу, все 30 лет, какая бы ни была, значит, в экономике ситуация, налоговые органы обеспечили доходную часть бюджета. Всех с праздников, всех работников налоговых органов, не только, значит, здесь в центре, но и на местах, в муниципальных образованиях. Всем удачи, здоровья и успехов! Налоговая служба нашей страны – это одно из самых динамично развивающихся высокотехнологичных ведомств, вносящих свой достойный вклад в наполняемость государственного бюджета, безопасность и стабильность нашей страны. Эффективность этой работы во многом зависит от профессионализма кадров, качества налогового администрирования, реализации законотворческих инициатив с учетом интересов бизнеса. И наше Приволжское управление уверенно справляется с поставленными перед ним задачами. Желаю нашим налоговикам и их семьям крепкого здоровья, успехов и благополучия. Уверен, наши конструктивные отношения и в дальнейшем будут служить процветанию всей России и, конечно же, нашего Татарстана.
В футболе есть такое выражение «лучший судья тот, которого не видно на поле». По аналогии, налоговая служба сегодня видит свою миссию в том, чтобы максимально облегчить бизнесу и всем налогоплательщикам жизнь на налоговом поле. Люди должны заниматься любимым делом и меньше думать о таких вещах, как администрирование налогов. И это более чем реально. Век современных бесконтактных технологий. Яркий пример – налоговый режим для самозанятых, который позволяет этой категории граждан уплачивать налог, что называется, в один клик. В республике сегодня более 86 тысяч человек встали на налоговый учет в качестве самозанятых. Еще 10 тысяч выбрали Республику Татарстан местом ведения такой своей деятельности. 4% нет, абсолютно не накладно. Я понимаю, что эти 4% я могу заложить в стоимость своего продукта. Насколько это удобно и просто, Лиана Пахарева знает на собственном опыте и опыте своих коллег. В Татарстане за это время с 2019 года появились не только десятки тысяч самозанятых, а еще и новые профессиональные сообщества. В том числе обмениваемся какими-то практическими навыками, своими профессиональными знаниями. И это очень круто, что такой налоговый режим позволил нам объединиться в сообщество. Наша федеральная налоговая, она очень много делает сегодня для того, чтобы большая часть услуг стала, так скажем, цифровой и дистанционной, поэтому я им желаю в этом направлении дальше развиваться, большого успеха, руководителю здоровья. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с 30-летием со дня образования налоговой службы Российской Федерации. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, успехов, мира и благополучия вам и вашим близким. С праздником вас! Хотел бы пожелать работникам налоговой службы успешного процветания. Наше благополучие без четкой и слаженной работы налоговой службы невозможно. Поэтому вам большое спасибо. По-татарски бигзор рахмат сизге. Ну и с праздником. Бейрам бля. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Ввиду последних тенденций глобализации, развитию и оккультуриванию мира, проблема национальной идентичности является одной из самых значимых. Национальная идентичность – показатель уникальности того или иного народа. Одним из ее символов, на мой взгляд, можно смело назвать национальный костюм. Это один из способов культурного самовыражения, я бы сказал, социокод. В национальной одежде заложено все – культура народа, ценности, национальные идеалы красоты, сохранение традиций и память. Надевая одежду своего народа, которая появилась много столетий назад, невольно ощущаешь себя по-другому, будто чувствуешь связь со всеми прошлыми поколениями и получаешь от них заряд энергии. В большинстве стран Азии и Дальнего Востока национальный костюм был и остается повседневной одеждой. Немалую роль, конечно, в этом сыграл традиционализм Востока и сохранение этнических верований. Удивительно, насколько в Японии жив национальный костюм. В деловой сфере этнический костюм чаще всего используется в качестве символа нации. Яркими примерами могут послужить волынчики Шотландии. Можно вспомнить и замечательную традицию на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Групповое фото лидеров стран-участниц в национальных костюмах страны-хозяйки. Народные мотивы проникли и в мир спорта. Вспомним дизайн костюмов для спортсменов нашей сборной на Олимпийских играх в росписи хохлома. Всплеск интереса к этнике, и я в этом абсолютно уверен, напрямую связан с социально-экономическими и политическими аспектами. Среди угроз современной цивилизации кризис идентичности – один из главных. И важно адаптироваться к современным условиям, не утрачивая своей самобытности. К сожалению, сегодня не мы выбираем одежду, а одежда масс-маркета уже выбрала нас. Все мы похожи друг на друга в той или иной степени. Выделяются из толпы, наверное, только фрики из интернета и дивы из Инстаграма. Огромная человеческая масса, без формы и различий. Вот она, сущность глобализации. Она нам диктует порядок во всем, в том числе и в одежде. Но свет в конце тоннеля есть. Доказательством тому служит появление новых модельеров и дизайнеров, чья специализация исключительно на национальных костюмах. Этника захватывает мировые подиумы. В последнее время в нашей республике очень популярны этнические мотивы. С легкой руки президента республики Рустама Минниханова мода на национальные костюмы вошла в высшие эшелоны власти. Президент в национальном костюме теперь и на официальных фотографиях. Впервые Рустам Нургалиевич пришел на открытие года столетия ТССР в темно-синем пиджаке с воротником-стойкой и объяснил журналистам.
Цитата. «Мы должны бережно хранить свои традиции, обычаи, национальную кухню. Кроме нашей религии, национальных блюд, национальных песен и танцев, у нас есть и национальная одежда. Почему ее должны носить только артисты? Это же наша народная одежда», сказал президент, подчеркнув, национальный костюм красивее и удобнее, чем деловой костюм с галстуком. Не могу не согласиться. В вопросе национальной моды у татар есть где разгуляться. О национальной фэшн-индустрии Эльзира Юзаева. Казалось бы, типичная постройка начала 20 века. Дом предпринимателя и мануфактурщика Сафы Бахтиева. Но туристы приезжают сюда, в центр Казани, не для того, чтобы полюбоваться этим памятником архитектуры. Все самое интересное кроется не снаружи, а внутри здания. Возможно, это один из немногих домов, который смог сохранить свое истинное историческое предназначение. Дом Сафы Бахтиева, как птица Феникс, возродился из пепла. Он был полностью уничтожен пожаром в начале 2000-х годов. Спустя только 16 лет памятник архитектуры восстановили по сохранившимся историческим фотографиям. Именно тогда и появилась идея в стенах именно этого дома, одного из крупнейших татарских предпринимателей дореволюционного периода, создать нечто аутентичное, соответствующее первоисточнику. Так дом мануфактурщика Сафы Бахтиева стал местом притяжения для всех тех, кому не безразлична история народа и интересна ее современная интерпретация. Люди приходят сюда, я считаю, за особой атмосферой, за особыми эмоциями. Когда они соприкасаются немножечко с историей этого дома, когда они соприкасаются с историей национального костюма, когда они соприкасаются с тем, что действительно эти вещи сотворены руками мастеров, это ручной труд, они ощущают совершенно эмоционально себя по-другому. Это не музей и не выставка, это дом современной татарской моды. Здесь можно увидеть, потрогать, примерить, приобрести практически все элементы ставшего таким популярным в последние годы одежды в стиле фолк, как сказали бы притязательные знатоки высокого искусства. Каждое изделие – это практически эксклюзив, плод воображения дизайнеров и художников, у которых немного другая миссия, нежели у мастеров фэшн-индустрии. Их модели – это своеобразный симбиоз национального костюма и современных трендов. Мы обложены культурными кодами, религиозными кодами, какими-то национальными кодами. И именно через одежду, через какие-то ее элементы, через какие-то даже малые части мы можем донести негласно эту информацию до окружающего мира. Это не фабрика, а ателье, где все мерки снимают вручную, а аутентичные вышивки воссоздаются по историческим материалам. Каждый узор, вышедший из глубины веков, вводится в специальную компьютерную программу. Мастер, благодаря уже современным технологиям, может вышить любой задуманный узор, соответствующий определенным требованиям, передавая даже самые тонкие нюансы образа. Я очень люблю читать Фукса. Он замечательные вещи пишет, он расписывает все, и ты окунаешься в этот мир, рассказывает, как выглядел костюм, как жили татары, какой их быт, как принимали невесту, как она общалась со своим женихом. То есть это такая история уникальная. Если вы заметили, то есть мы пытаемся герань, то есть мы ее начинаем отращивать. То есть нам очень интересно создать эту атмосферу. И именно в создании атмосферы вокруг рождаются вот эти образы, которые теплые. Авторское ателье существует всего 3 года, но их изделия уже приобрели популярность далеко за пределами России. Заказы идут из Америки, стран Европы, Средней Азии, и интерес именно к татарскому национальному луку становится все более очевидным. Казалось бы, это народное творчество могло бы быть забыто в ходе научно-технического прогресса, но национальный костюм в новом исполнении вновь переживает ренессанс. Мне очень приятно, когда приходят клиенты, которые чувствуют и понимают историю и хотят ее сейчас также показать и гордятся тем, что обувь, которая сшита для них, она имеет именно национальный колорит, имеет национальную историю. Рустам Бекмухаметов является обувщиком в 5-м поколении. Когда-то мастерская его предков находилась буквально в нескольких метрах от дома Сафы Бахтиева. Потому это место для него имеет особый сакральный смысл. Сегодня именно здесь находится производство по пошиву индивидуальной и национальной обуви. Подобные расписные татарские чиги носила даже Айсидора Дункан, жена Сергея Есенина. Татарский шов до сих пор не может воспроизвести ни одна швейная машинка мира, потому все изделия изготавливаются вручную.
Сама по себе технология индивидуального пошива обуви, сама по себе технология изготовления татарского шва, она в принципе очень сложно масштабируется, так скажем. То есть в любом случае это такая, ну, индивидуальная история, которая делается под каждого человека. Мастера признаются, что долгие годы существовал стереотипный образ театральной татарской одежды. Это то, во что наряжаются народные ансамбли, но это именно то, что не имеет ничего общего с одеждой повседневного спроса. Современные изделия, такие как нагрудное татарское украшение изю, или платье в пол, или одежда с национальной вышивкой в стиле оверсайз, по мнению дизайнеров, это не пересказ подиумных трендов. Все это может быть доступно для широкой публики. Уже который год на фестивале татарского дизайна и городской культуры Пещен-Базаре можно увидеть стильные вещи с национальным подтекстом. Свою аутентичность через одежду выражают многие руководители министерств и ведомств. Так, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова часто появляется на публике в татарском головном уборе калфаки. Помощник президента Наталья Фишман-Бекмамбетова в этом году на празднике республики была замечена в татарском национальном костюме. Со столетием Татарстана жители республики вместе со своим не менее знаменитым супругом она поздравила посредством фотографий в образе татарской семьи. Да и сам президент Рустам Минниханов пару лет тому назад строгий костюм с галстуком сменил на национальный, деловой, но современный френч. Все-таки это же дорого и доступно не каждому. Стоит с этим согласиться? Вы знаете, есть такой момент, что носит и молодежь. Ну, соответственно, если мы говорим с вами о дороговизне, то молодежь носит небольшие украшения по национальным мотивам. У нас очень много девочек, дизайнеров, молодых художников, которые выставляют свои работы в виде брошек, небольших украшений. Так у нас часто девушки носят какие-либо колье по национальным мотивам, небольшие брошки, кольца, в которых присутствует традиционный национальный узор. То есть не обязательно должно быть дорого, главное было бы желание. По словам специалистов, национальный тренд – это не просто дань моде, это способ самовыражения в глобальном мире. Несомненно, главными элементами культуры народа являются язык, литература, музыка, искусство. Но не стоит забывать, что культуру любого народа формирует и его стиль жизни, и его окружение. И национальная одежда в этом смысле играет большую роль. Все стали одинаково одеваться, и в связи с этим возникает вопрос, а не одинаково ли мы и мыслим? Вот уходит уникальность, оригинальность мышления, тем самым теряется лицо, национальное лицо теряется. А человеку свойственно быть уникальным, оригинальным, он всегда стремится к самобытности. И в первую очередь это проявляется во внешнем облике человека. Для молодежи и для современного поколения, наверное, очень остро стоит вопрос о том, кто я, кто мои предки, где я живу. И именно человек через одежду может самоидентифицироваться и заявить о себе. Не зря же говорят, своя рубашка ближе к телу. В истории с национальным образом это изречение, кажется, следует понимать вполне буквально. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Нам самое главное, чего надо избежать, так это языка ненависти. Самое главное, что у нас есть на сегодня в Татарстане, это мир и согласие. Вот этот язык должен быть у нас самым главным. Словами митрополита Феофана я завершаю программу «7 дней». Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Предстоящая неделя ожидается пасмурной и снежной. В понедельник пройдет снег, утром и вечером местами сильный. В четверг снег усилится, а температура не изменится. В субботу осадков станет меньше. К вечеру температура начнет понижаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В понедельник будет прохладно, до -5, пройдет снег. Во вторник станет немного теплее, -3. Вся неделя обещает быть снежной. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево аналогичная ситуация. Температура будет колебаться между отметками -3 и -5. Не исключены снегопады. В центральном районе республики понедельник встретит жителей пасмурным небом до -4. Со вторника потеплеет до -2. Повсеместно ожидается снег. Суббота будет пасмурной, но сухой.
На юго-западе республики всю неделю прогнозируются осадки. Среднее значение температуры воздуха – минус 1–2 градуса. На северо-западе республики, а также в Казани почти вся неделя ожидается пасмурной и снежной. Температура воздуха остановится на комфортной отметке минус 1 градус. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.